В этом уроке мы рассмотрим повелительное наклонение глаголов в удмуртском языке. Сначала рассмотрим повелительное наклонение во втором лице единственного числа. Возьмем глаголы первого спряжения, они оканчиваются на «ины». Например, «лыджины» — «читать». Отбрасываем суффикс инфинитива «ны» и получаем долгую основу «лыджи». Теперь используем эту основу и ставим ударение на первый слог «лыджи». Получается «читай». Также с глаголом «гоштыны» — «написать». Отбрасываем суффикс инфинитива «ны», получаем долгую основу «гошты», ставим ударение на первый слог, получаем «гошты», «напиши». Если после откидывания «ины» у глаголов первого спряжения на конце нету сочетания согласных, то есть один согласный или вообще нет согласных, то используется краткая форма без «ы» на конце. Например, «пырыны» — «входить». Откидываем «ины», получаем «пыр», на конце один согласный «р», поэтому форма повелительного наклонения будет «пыр» — «входи», а не «пыры», хотя форма «пыры» и возможна в диалектах. Счётыны — дать, счет — дай. Нуины — нести, ну — неси. Для глаголов второго спряжения, то есть глаголов, которые оканчиваются на «аны», «яны», все проще. Просто откидываем суффикс инфинитива «ны», получаем основу, и эта основа используется только с ударением на первый слог. Например, «ужаны» — «работать». Основа «ужа». «Ужа» — «работай». «Вераны» — «сказать». Основа «вера». «Вера» — «скажи». Теперь рассмотрим повелительное наклонение второго лица множественного числа. Для глаголов первого спряжения оно образуется так. Берется краткая основа глагола, то есть то, что остается после откидывания «ины». И дальше к этой основе прибавляется орфографический суффикс «е» либо «э» после основы, которая оканчивается на твердое «дзл-нст». Например, «лыджины» — «читать». Откидываем «ины», получаем «лыдж». Прибавляем суффикс «е» и образуем форму «лыдже» — «читайте». Также с глаголом «гоштыны» — «написать». Краткая основа «гошт». Прибавляем суффикс «э» и получаем «гоште» — «напишите». У глаголов второго спряжения эта форма образуется по-другому. К основе, которая получается после откидывания суффикса инфинитива «ны», прибавляется суффикс «ле». Например, «ужаны» — «работать», «ужале» — «работайте», «вераны» — «сказать», «верале» — «скажите». Отрицательные формы повелительного наклонения второго лица единственного и множественного числа образуются с помощью глагола отрицания «н». Например, «эн лыджи» — «не читай», «эн лыдже» — «не читайте», «эн ужа» — «не работай», «эн ужале» — «не работайте». Повелительное наклонение может образовываться также и в третьем лице единственного и множественного числа. Оно образуется с помощью частицы «med» и форм глагола в будущем времени. При этом ударение падает на частицу «med», а глагол остается безударным. Например, «med лиджоз» — «пусть читает», «лиджоз» буквально «будет читать», «med лиджозы» — «пусть читают»,
Лыджозы — это буквально будут читать. Также для глаголов второго спряжения. Медужалоз — пусть работает. Ужалоз буквально будет работать. Медужалозы — пусть работают. Ужалозы буквально будут работать. Отрицательная форма повелительного наклонения в третьем лице образуется с помощью частицы медаз на второй слог, который падает ударение. Причем глагол берется от форм повелительного наклонения второго лица. Например, медазлыджи — пусть не читает. Медазлыджи — пусть не читают. Медазужа — пусть не работает. Медазужалы — пусть не работают. Формы повелительного наклонения часто употребляются с частицами ай, али, ка, гине только, ни, же. Например, учкы али, посмотри-ка, вера гине, только скажи, гоштени, напишите же.